Якутску 375 лет, а этому дому на проспекте Ленина 50. Еще чуть-чуть, и он станет самым старым зданием Якутска. И потому его жители спешат, пишут историю своего дома и его обитателей. С нашего дома полностью весь город был виден. А мы, когда были маленькие, по крышам бегали. Вот здесь вот за этим домом стояла каланча. И на каланче стоял пожарный. Он нас спрашивал, там, говорит, дыма нету, там, посмотрите, мы довольны. Ваш дом перекрыл, да? Ну да, мы с нашего дома полностью весь город был виден. Полностью. С 4-го этажа? Нет, с крыши. С крыши? С крыши. А тогда посмотрите, вот скажем, если на ту крышу залезть, то с вашего дома, значит, получается, был 4-й магазин торчал. И что еще торчало? Значит, стройка 3-й школы, стройка была. Так, Залогом этого. Да. Но она еще строилась тогда только. А что еще было видно так вот? Ну, выделялось на фоне? Была 10-я школа видна. Вот трехэтажная? Не 9-я, а 10-я. Да. Вот, ее было видно. Ну, 9-этажка, 9-я, это, вернее, 2 этажа всего. А там 3. Да. Вот самые такие вот. Соседскими, с ребятами из пожарной охраны у нас первое время были все время схватки. В этот дом, говорит, там живут буржуи. Да, вот то, что касается благоустройства. Мы идем на кухню. Совсем не буржуйскую по нынешним меркам, но тогда, в 1957 году. Здесь газа не было, и в каждой квартире была печь, которая топилась дровами. Ну, натуральная печка. Натуральная печка, кирпичная, с топкой отсюда. Здесь вместо того, чтобы горячее водоснабжение, здесь стояла колонка нагревательная. Она была круглая такая, и топки входили только вот такие чурочки. Поэтому у нас сначала дом-то был в старых традициях строился, двор был полностью закрытый, и по периметру двора стояли поленницы у каждого. Пилили и... Ну, то есть, как обычно. Ну, конечно. Ну, единственное, что нужно было коротенькие делать. Так это, наоборот, тяжелее еще, наверное. Ну, конечно. Там и травмы. В обычную эту печку можно было... Не, ну, обычно, когда рубишь поперек, вторая половинка отлетает, и все получали травмы. Но, что самое интересное, как мы переехали сюда, так как двор был закрытый, ворота железные, они на ночь закрывались на замок. Даже так? Да, этот, как там, жилкомхоз или кто там, домоуправ, ключи были у него, значит, чтобы ночью сюда никто не заходил. А кого берегли-то все-таки? Кто жил? Первые жильцы кто у вас был? Вспомните. Ну, первые жильцы, значит, из наиболее известных председателей Госплана Говоров Афанасий Михайлович, председатель Президиума Верховного Совета Иванов Петр Семенович, значит, впоследствии профессор и доктор исторических наук Сафронов Федот Григорьевич. Вот. Ну, мой отец, он был основателем факультета иностранных языков. Значит, здесь жил первый декан гуманитарного факультета майор в отставке Корнилов. Значит, под нами вот здесь живет сейчас семья, получил квартиру, это Степан Федотович Попов, директор педагогического института, до университета, который был. Вот. Значит, Панкратий Иванович Шадрин, тоже довольно известная личность, первый кандидат по психологии и бессменный руководитель кафедры психологии в университете. Значит, в первую же волну здесь жили, одним из первых Паулин, красный латышский стрелок Арвет Вальдемарович. Вот. Личность довольно известная была, да? Да, очень известная. А он в какой квартире жил? Где она сейчас? Квартира номер 1. Входа здесь нету двери. Вход с той стороны. И сейчас на территории его квартиры до 1 июля будут еще функционировать игровые автоматы.
Вот, мы здесь, когда получили квартиру, мы жили на первом этаже в том подъезде. Значит, сейчас там книжный магазин. Вот. И когда заходишь в магазин и смотришь, где кровать стояла, где что. Вот. А как вообще пришла идея, я не знаю, составить, собрать, что ли, историю людей, которые в вашем доме проживали? Как родилась? Дело в том, что мы очень давно с жильцами, бывшими жильцами этого дома встречались. Надо, что сейчас вот мы еще кого-то помним, а потом уже никто ничего не вспомнит. Ну да. Тем более, если вдруг когда-то этот дом будут сносить, тогда уже точно ничего не будет. И ни приоритета в том, что дом первый четырехэтажный, полностью четырехэтажный жилой дом. И вот мы практически восстановили всех жильцов, которые здесь жили. Мне сейчас 60, и вся жизнь прошла, как говорится, здесь. Ну, естественно, это родной дом. Конечно, будет жалко, если его кто-нибудь перекупит и будет сносить там или что, строить здесь небоскребы. Вот. Но дело в том, что вот я смотрю, я сам, в общем-то, в некотором роде строитель, и читаю лекции по этому плану. И я вот удивлен, что даже дом президентский, который здесь вот построен, Да. он построен на чаше протаивания, без промораживания, без снятия талого слоя. И хоть он и монолитный, тем не менее там есть магистральные трещины. С первого года, как только его сдали. Вот сейчас, вот, обратите внимание, везде идет строительство. Как только сваи устанавливают, тут же начинают без выстойки, без ничего, сразу монтаж. начинают строительство. И буквально через год-два там начинает идти колебания почвы и движение свай. Самая большая наша беда, что мы сами себе создаем в будущем неприятности. Вот поднимаем проезжую часть дорог на 1,82 м, и все. Водоотвода нету, стока нету. У нас очень много домов, которые пришли в негодность только из-за нашей безалаберности. Вот. Я думаю, наш дом был бы тоже сейчас вообще как новый. Но даже при всем при том, я считаю, что наш дом перестоит все те новостройки, которые наспех сейчас лепятся. Вот. Я думаю, что 50 лет, те, которые дом отстоял, это считаю, первые 50 лет, и он вторые, по-моему, выдержит, если под него не будут целенаправленно спускать всю талую воду. И вообще вот мне как-то больно смотреть на Якутск. Такие красивые дома строят. Но в общем, вот, общей архитектуры нету в городе. Водоотвода нету, проездов нету, детских площадок нету. Это же вообще кошмар. Все живут почему-то как будто временно здесь, вот, в Якутске. Вообще отношения. Вот, даже... Вообще это парадоксально, ведь вроде бы не вахтовый поселок, тут ничего Вот такого нет. в том-то и дело. Здесь, А в чем дело? а здесь раньше на север приезжали люди на время заработать длинный рубль. А психология это осталась. Или вот здесь вот, тут отдыхает очень много молодежи. Ни одной урны. И по утрам там горы пустых пакетов из-под сока, от фанты, сигареты там, ну, люди сидят и девать им некуда. Ну, как мы хотим общую культуру повысить, если мы не можем обеспечить хотя бы куда бросить мусор? Грустный вывод. Дворы уничтожили, озера загадили, город по колено в воде и в мусоре. Увы, но это тоже Якутск. В канун своего 375-летия. Первого 375-летия, но не последнего. Будем жить будущим.